Церковь, рад вас всех приветствовать в это чудесное воскресное утро. Кто находится внизу, пожалуйста, поднимайтесь наверх. Давайте мы будем начинать наше собрание. Мы помолимся, благословим это собрание, этот день, этот год наступивший. Мы прославим Господа. Давайте мы поднимемся на наши ноги. Аллилуйя! Скажи, аллилуйя. Значит, слава Богу. Господь, благодарим Тебя за этот день чудесный, за милость Твою, благодать к нам, Господи. Мы просим Тебя, Господи, благослови этот день, сегодняшнее собрание. Почти нас своим присутствием, Господи. Дай нам переживать Тебя, дай нам слышать голос Твой. И мы отдаем это собрание в руки Твои, Господь, и просим Тебя, веди его, наполняй наши сердца и дай нам послужить нашим братьям и сестрам. И Ты послужи нас. Используй нас, Господь. Мы славим Тебя, Господи. И весь народ сказал аминь. Давайте мы прославим Господа. Аллилуйя, Господь. Вся слава да будет Тебе. Давайте вместе славить Бога, давайте петь Ему хвалу, давайте вместе славить Бога, давайте петь Ему хвалу, давайте петь, давайте вместе славить Бога, давайте петь Ему хвалу, давайте вместе славить Бога, давайте петь Ему хвалу, давайте петь, давайте вместе славить Бога, давайте петь Ему хвалу, давайте вместе славить Бога, давайте петь Ему хвалу. Ведь Он живой, Он Спаситель наш, Всевышний Царь Израиля. Возвысим свои голоса и поклонимся Ему. Ведь Он живой, Он Спаситель наш, Всевышний Царь Израиля. Возвысим свои голоса и поклонимся Ему. Давайте петь! Давайте вместе славить Бога, давайте петь Ему хвалу, давайте вместе славить Бога, давайте петь Ему хвалу, давайте вместе славить Бога, давайте петь Ему хвалу, давайте вместе славить Бога, давайте петь Ему, давайте петь, давайте вместе славить Бога, давайте петь Ему хвалу, давайте вместе славить Бога, давайте петь Ему хвалу. Ведь Он живой, Он Спаситель наш, Всевышний Царь Израиля. Возвысим свои голоса и поклонимся Ему. Ведь Он живой, Он Спаситель наш, Всевышний Царь Израиля. Возвысим свои голоса и поклонимся Ему.
возносить тебе хвалу. Восстать будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим тебе хвалу. Восстать. Что лучше милости твоей, а мышисты с души моей, что лучше может быть любви твоей, что лучше милости твоей, ведущий нас домой к тебе, что лучше может быть любви твоей, что лучше милости твоей, а мышисты с души моей, что лучше может быть любви твоей, что лучше милости твоей, ведущий нас домой к тебе, что лучше может быть любви твоей. Петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим тебе хвалу. Восстать мы будем, петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим тебе хвалу. Восстать. Аллилуйя! Мы будем славить Тебя, Господь, каждый день. Аллилуйя! Каждый день ранним утром я жажду познавать Тебя, сердцем сокрушенным пред Тобой. Божий Дух наполнит дом, мир и свет в сердце моем. Вновь пойду я в новый день для Тебя. Божий Бог, ты в моей жизни действуешь, действуешь, о-о, твоя кровь омыла грех мой. Прославлять смысл жизни каждый день, о-о, я бегу в твои объятия. Мир жестокий, полон бед, но Иисус наш яркий свет. Мы Твоей благодатью спасены, сердцами полными огня, жаждем видеть чудеса. Действуй в нас и через нас. Божий Бог, ты в моей жизни действуешь, действуешь, о-о, твоя кровь омыла грех мой. Давайте будем прославлять! Прославлять смысл жизни каждый день, о-о, я бегу в твои объятия. И объятия я бегу, мой Бог, всегда. В Тебе укроюсь, открой свои пути, чтоб за Тобой идти, нести всем свет Твой. В твои объятия я бегу, мой Бог, всегда. В тебе укроюсь я, открой свои
пути, чтоб за тобой идти. Нести И всем свет твой, Ты за мною, твой дух ведет меня и наполняет своей силой. Ты живой Бог, яви нам чудеса, Ты покажи нам свою славу. Ты со мною, твой дух ведет меня и наполняет своей силой. Ты живой Бог, яви нам чудеса, и покажи нам свою славу. Бог живой, Ты в моей жизни действуешь, действуешь, о-о. Твоя кровь омыла грех мой. И прославлять смысл жизни каждый день, о-о. Я бегу в твои объятия, Бог. Скажи, Бог живой, Ты в моей жизни действуешь, действуешь, о-о. Твоя кровь омыла грех мой. Прославлять смысл жизни каждый день, о-о. Я бегу в твои объятия, Ты со мной, Ты со мною, твой дух ведет меня и наполняет своей силой. Ты живой Бог, яви нам чудеса и покажи нам свою славу. ой, аллилуйя. Ничто нас не разлучит, даже если убегу. Любовь твоя верна, любовь твоя верна. Я знаю, что оступлюсь, но в милости твоей я обновлюсь, ведь любовь твоя верна, любовь твоя верна. Ты все такой же во веки, любовь твоя неизменна, и там, где вечером важно, утро будет радость. И когда бушует шторм, не бояться нет нужды, ведь знаю я, меня любишь ты. Любовь твоя верна, любовь твоя верна. Глубины вод и ветер все сильней, но не один я посреди морей. Ведь любовь твоя верна, любовь твоя верна. И пропасть так широка, не думал я достичь ее конца, но любовь твоя верна, любовь твоя верна. Ты все такой же во веки, любовь твоя неизменна, и там, где вечером плач, на утро будет радость. И когда бушует шторм, мне бояться нет нужды, ведь знаю я, меня любишь ты. Любовь твоя верна, Господь, ты все обращаешь во благо. Любовь твоя верна, Господь, ты все обращаешь во благо. Любовь твоя верна, Господь, ты все обращаешь во благо. Любовь твоя верна, Господь, ты все обращаешь во благо. Любовь твоя верна, Господь, ты все
даешь силу мне, если я утомлен, если потух огонь, ты со мной, Бог. Ты даешь крепость мне, если я изнемог, если нет силы встать, ты со мной, Бог. Ты даешь силу мне, если я утомлен, если потух огонь, ты со мной, Бог. Ты даешь крепость мне, если я изнемог, если нет силы встать, ты со мной, Бог. Я надеюсь на тебя, поднимаю я крылья вновь, побегу и не устану, я пойду и не утомлюсь. Я надеюсь на тебя, поднимаю я крылья вновь, побегу и не устану, я пойду и не утомлюсь. Ты даешь силу мне, если я утомлен, если потух огонь, ты со мной, Бог. Ты даешь крепость мне, если я изнемог, если нет силы встать, ты со мной, Бог. Я надеюсь на тебя, поднимаю я крылья вновь, побегу и не устану, я пойду и не утомлюсь. Я надеюсь на тебя, поднимаю я крылья вновь, побегу и не устану, я пойду и не утомлюсь. Я пойду и не утомлюсь. Я пойду и не утомлюсь. С тобой. Расправив крылья, я парю без тени страха, покоюсь я в твоих обетованиях. Ты мир во мне хранишь и силы обновляешь. Ты Бог Эммануил, всё в руках твоих. Расправив крылья, я парю без тени страха, покоюсь я в твоих обетованиях. Ты мир во мне хранишь, ты силы обновляешь. Ты Бог Эммануил, всё. Всё в руках твоих. Всё в руках твоих. Всё в руках твоих. Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы. Побегут и не устанут, пойдут и не утомятся, надеющиеся
надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы. Побегут и не устанут, пойдут и не утомятся, надеющиеся на Господа. Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы. Побегут и не устанут, пойдут и не утомятся, надеющиеся на Господа. Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы. Побегут и не устанут, пойдут и не утомятся, надеющиеся на Господа. Надеющиеся на Господа. Надеющиеся на Господа. Аллилуйя. Господи, Ты наша надежда и опора. Мы надеемся на Тебя в нашей жизни, Господи. Мы отдали свою жизнь Тебе, мы уповаем на Тебя. И мы благодарим Тебя за Твоего Сына, Иисуса Христа, за Его смерть, за то, что благодаря Ему мы спасены. Он наш Спаситель. Аллилуйя, Господи. Отец, мы преклоняемся перед Тобой и приносим все наши нужды, которые у нас есть. Мы просим Тебя, Господи, восполни всякую нужду в жизни каждого человека в нашей церкви. Господи, мы также просим Тебя о мире, чтобы в нашей стране был мир, Господь. Сохрани мирное небо над нашей республикой, над всей страной, Господь. И чтобы как бы можно быстрее, Господи, наши братья, наши отцы, они вернулись домой. Все, кто служит сейчас, все, кто сейчас находится на войне, Господь, пусть вернутся живые во имя Иисуса. Пусть на все будет воля Твоя, Господь. Но мы просим, если это возможно, приблизь просто день мира во имя Иисуса, Господь. Господи, мы просим Тебя также за все церкви в городе, в республике и по всей стране, Господь, по всему Дальнему Востоку. Просим Тебя за наш Северо-Восточный Союз, Господь. Укрепляй нас, Господь. Укрепляй каждую поместную общину, Господи. Благослови всех людей, кто служит Тебе в каждой церкви, Господь. Поднимай, ободряй их, Господи. Дай нам понимать, что Ты единый Бог, и у Тебя одна церковь, но много общин поместных, и у каждой свое предназначение. Господи, дай нам его исполнять во имя Иисуса. Мы просим Тебя за нашего епископа, Господи, за всех пасторов в нашем союзе, за всех пасторов в городе, Господь, в республике. Пусть особенная благодать, Господи, будет над ними. Господи, благослови их семьи, их детей. Господи, пусть они будут им надеждой и опорой в служении. Пусть ничто не отвлекает их, Господь. Пусть они слышат голос Твой, исполняют волю Твою. Господи, мы просим Тебя также за начальство и власти в нашем государстве, в нашем городе, в нашей республике. За каждого чиновника, который что-то решает. Господи, дай ему исполнять свою работу надлежащим образом, имея страх Господень. Что он даст отчет не только перед людьми, но также перед Тобой, Господи. Дай заботиться о людях. Пусть жизнь людей в нашем городе, в нашей республике, она меняется к лучшему во имя Иисуса. Господи, и дай нам жить в мире со светскими властями, Господь, чтобы не было конфликтов, Господь, чтобы мы могли собираться здесь,
славить Тебя и проповедовать Евангелие, Господи. То, к чему мы призваны, Господь. Нести Слово Твое до краев земли во имя Иисуса. Аллилуйя. Господь, мы просим Тебя также за каждого болящего, кто сейчас есть в нашей церкви, за наших родственников, у кого есть какой-то недуг, немощь. Прямо сейчас мы провозглашаем божественное здоровье в жизнь каждого верующего человека. В жизнь наших родственников во имя Иисуса Христа. Смерть Ты побеждена Иисусом Христом, и мы в Него верим, и Его ранами мы исцелились, и мы провозглашаем полную победу во имя Иисуса. Прямо сейчас всякая болезнь просто оставь. Я запрещаю тебе именем Иисуса Христа. Аллилуйя. Господи, мы просим Тебя за наше прославление, Господь. Просим Тебя, чтобы особенная благодать была, Господь. Было особенное помазание. Изливай его больше и больше, Господь. Дай течь в одном духе. Дай достигать новых высот. И в духовном плане, и в профессиональном плане. Господь. Пусть это место, эта сцена, она будет великой площадкой для прославления Тебя, Господь. Люди будут приходить, слышать и прославлять Тебя. И говорить, как здорово, как круто, как такое возможно в Якутске. Господь, пусть они развиваются, пусть звук будет лучше, пусть профессиональный уровень будет лучше, и пусть помазание будет лучше. Я провозглашаю, что будут петь, только открывать рот, только касаться инструментов. И просто волна Божия будет накрывать всех, кто слышит. Будет пропитывать всех Божье присутствие во имя Иисуса. Пусть будет так, Господь. Аллилуйя. Господи, мы просим Тебя, чтобы Твое присутствие, оно всегда было в нашей церкви, Господь. Потому что мы не нуждаемся в какой-то человеческой мудрости в очередной. Но мы нуждаемся в Тебе, Господь. Нуждаемся в Твоем присутствии, Господь. Потому что Ты исцеляешь, Ты назидаешь. Дай нам переживать Твое присутствие здесь, Господь. Я провозглашаю, люди будут приходить сюда, переступать порог церкви и окунаться в Твое присутствие. Божие присутствие, которое будет наполнять, которое будет исцелять, которое будет вдохновлять во имя Иисуса. Пусть будет так. Пусть эта реальность, она будет здесь, в нашей жизни, Господь. Более того, когда люди будут уходить домой, они будут брать это Твое присутствие, это Твое помазание и нести в свои дома, в свои семьи. И все окружающие будут наполняться. Потому что Господь говорит, меня достаточно для всех. Моего помазания достаточно для всех во имя Иисуса. Аллилуйя, Господь. Если ты сейчас дома, ты слушаешь это, я провозглашаю, что Его помазание достаточно для тебя. Оно накроет тебя, где бы ты ни был. И от тебя ничего не зависит в этом смысле. Если ты принял Иисуса как Господа и Спасителя, все остальное сделал Он. Ты никуда от Него не денешься во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Господь, так чудесно находиться в Твоем присутствии. Отец, мы благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, за Его рождение, которое весь мир праздновал в эти последние 2 недели. Кто-то в декабре, кто-то в январе. Господь, но Твой Сын, Он пришел для того, чтобы спасти нас. В этом вся суть. Мы благодарим Тебя, и мы славим Тебя. И давайте мы Господу аплодисменты дадим. Аллилуйя, Господь! Все Тебе! Ты великий Бог! Аллилуйя! Слава Богу! И сегодня у нас не совсем стандартное собрание, и у нас будет еще дальше, не знаю, концерт или прославление. Но сейчас я бы хотел сделать 2 вещи. У нас есть особенные нужды молитвенные, да? Давайте мы помолимся. Где Маша? Маш, можно тебя попросить выйти? И Катя. Катя, иди сюда тоже к сцене. Давайте мы за них помолимся по очереди. Сначала за Марию, потом за Катю. Просто у Маши завтра назначена
операция, и у нее есть некоторые переживания. Вот туда, давайте вот сюда, ну куда-нибудь, не надо в стороночке. Катя, ты пока подожди вот здесь. Давайте мы сначала за Машу помолимся, потом за Катю. Давайте мы за тебя тоже помолимся. Помолимся о том, чтобы, есть сомнения вообще, будут ли готовы анализы, так как были праздники, они должны быть готовы уже с утра, и как вообще доктора в каком состоянии будут после праздников, и так далее, и так далее, и так далее. Мы отдадим все в руки Господа, врачи, они от Бога вообще, пусть Господь их благословит. Помолимся о том, чтобы все прошло хорошо. Хорошо? Давайте благословим просто ее. Аллилуйя, Господь. Господи, благодарим Тебя за нашу сестру Машу, Господи. Прямо сейчас я помазываю ее на исцеление, на полное восстановление. Господь, я прошу Тебя, благослови завтрашний день, благослови всех врачей, руки хирургов, Господи, анестезиологов, всех, кто будет вообще ответственны за операцию. Прямо сейчас во имя Иисуса Христа я благословляю их. Пусть мудрость Твоя, она будет над ними, Господи, пусть страх Твой, он будет над ними. Пусть они ничего не сделают такого, что могло бы навредить, Господи. Все, что они сделают, пойдет на пользу во имя Иисуса Христа. Господь, мы верим, что исцеление может быть и через докторов, Господь. Что это люди Божии, которые призваны побеждать болезни. Господь, помогать нам. Прямо сейчас я прошу Тебя, Господь, исцели Машу. Мы уповаем на Тебя. Это может быть через докторов, но мы уповаем на Тебя, Господи. Отдаем всю ситуацию в Твои руки. Пусть все анализы будут вовремя. Пусть все будет вовремя, Господи. И пусть все закончится хорошо, пройдет успешно. И будет тот результат, который нужен. Будет полное божественное здоровье во имя Иисуса Христа. Господи, мы также просим Тебя за Машино сердце. Прямо сейчас запрещаем всякому страху. Всякий страх, оставь ее. Уйди во имя Иисуса. Я провозглашаю спокойствие, Божий мир в сердце, в разум. Нет никакого страха, Господи, потому что мы доверяем Тебе, и мы уповаем на Тебя, а не на людей, Господь. Господи, покажи ей, что Ты с ней. Пусть она переживает Тебя, и пусть будет мир в сердце во имя Иисуса. Я просто провозглашаю это. И пусть вся слава да будет Тебе в ее жизни. И весь Божий народ сказал: аминь. Аминь, Маша. Мы благословляем Тебя. Давай, пиши нам оттуда или приходи, рассказывай в следующее воскресенье. Вот у нас еще Катя, тоже и ходила к врачам, поставили ей какой-то диагноз, пока непонятно, еще не подтвержденный, но такой, как бы серьезные всякие вещи. Мы помолимся за нее, просто за исцеление, чтобы ничего не подтвердилось, чтобы все было хорошо. Господь силен исцелить. Аминь. Отец Небесный, Господи, мы приносим перед Тобой нашу сестру во Христе, Катерину. И мы просим Тебя, Господи, исцели ее. Исцели ее, Господь, во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю божественное здоровье. Господь, Ты силен исцелить полностью, Господь. Аллилуйя. Я провозглашаю, что все кости, они развиваются, как Ты положил, Господи. Божественное здоровье просто. Нормально формируется грудная клетка. Аллилуйя. О, я запрещаю просто всяким аномалиям. Запрещаю всяким аномалиям. Прямо сейчас все кости встают на место. Все хрящи расправляются. Аллилуйя. Все просто расправляется. Вдохни так полностью. Глубоко, вдохни. Держи, пока чуть-чуть, не дыши. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Всякая болезнь, оставь ее. Всякий недуг, оставь ее. Именем Иисуса Христа. Не потому, что мы так говорим, но именем Иисуса. Именем Иисуса оставь всякий недуг, всякая немощь и хворь. Провозглашаем Тебя полностью здоровой во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Господь, пусть вырастет здоровая, крепкая и красивая. Я просто провозглашаю это в ее жизнь. Аллилуйя. Аллилуйя. Будь здорова во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.
Слава Богу за все. Хорошо. Где человек, который просил за нее помолиться, уже убежала. Слава Богу. Хорошо. И у нас также сейчас хорошее время, чтобы принять причастие. И я думаю, что все вы знаете, зачем и почему мы это делаем. Мы исполняем то, что наш Господь Иисус Христос, Он повелел своим ученикам, своему народу, своей церкви делать в Его воспоминания. Я не вижу у нас новых людей, незнакомых. Мы все знаем, зачем и почему. Поэтому давайте мы благословим этот хлеб, этот сок. И мы будем принимать также вот с этой стороны, выходить. Хорошо? Давайте мы прострем наши руки, и мы помолимся, благословим, осветим просто это. Отец Небесный, Господи, мы благодарим Тебя, Иисус, за Твою кровь, которая была пролита за нас, и посредством которой мы очистились, и мы исцелились. И мы имеем дерзновение приходить к Тебе. Прямо сейчас мы освящаем этот хлеб, провозглашаем, что это тело Твое, которое было ломимо за нас. Мы также освящаем этот сок, и мы провозглашаем, что это кровь, которая была пролита за нас. Мы принимаем это с благодарностью и благоговением, вспоминая о Тебе. И весь Божий народ сказал: аминь. Милости Твоей полна вся земля, милости Твоей полна жизнь моя. Милость Твою Ты превознес над судом, возлюбил меня и ввел в свой дом. Милости Твоей полна вся земля, Господь. Милости Твоей полна жизнь моя. Милость Твою Ты превознес над судом, возлюбил меня и ввел в свой дом. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины, освободил. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Благодарю Тебя, благодарю, благодарю Тебя, благодарю. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины, освободил. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Благодарю Тебя, благодарю, благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя.
Вы знаете, что вчера также праздновали Рождество, православная церковь, и то есть вы знаете, что на самом деле это также 25 декабря, просто по старому стилю, да, которая выпадает на 7. И у нас есть небольшой такой, как бы, пока небольшой, можно сказать, концерт, немножко приготовили, но прежде мы бы хотели, чтобы дети выступили. Можно позвать вот детки, все, кто участвует, кто занимался, да, идите сюда. Блещет яркий снег, словно ветер сани мчат. Звенит веселый смех с бубенчиками в лад. На санях расписных прокатится каждый рад, и льется наша песня с бубенчиками в лад. Динь-динь-дон, динь-динь-дон, льется чудный звон. Бог рожден, возвещает Он. Динь-динь-дон, динь-динь-дон, колокола. Не пусть по всей земле звенелый знак. Яркий снег, словно ветер сани мчат. Звенит веселый смех с бубенчиками в лад. На санях расписных прокатится каждый рад, и льется наша песня с бубенчиками в лад. Динь-динь-дон, динь-динь-дон, льется чудный звон. Бог рожден, возвещает Он. Динь-динь-дон, динь-динь-дон, бьют колокола. Ныне пусть по всей земле звучит хвала. Хорошо, и детки, сюда выходите. Давайте мы помолимся за детей и отпустим их уже на детское служение. Вы знаете, что на каждом собрании мы благословляем детей. Сегодняшнее не исключение. Такое чувство, что младшая группа сегодня пришла, где все остальные. То пусто, то густо. Да-да. Бросайте телефон и выходите сюда. Аллилуйя. Благословим? Скажем хорошее, да, провозгласим в их жизнь. Господи, благодарим Тебя за каждого ребенка, за каждого подростка в нашей церкви. Мы просим Тебя, Господь, благослови их, как мы их сейчас благословляем. Во имя Иисуса Христа, Господи. Прежде всего, Господь, дай им крепкого здоровья. И на эту зиму, и вообще в жизни, Господь, я провозглашаю крепкое здоровье. Никакая болезнь, никакой вирус не причинит им вреда во имя Иисуса. Господи, просим Тебя также за духовное и душевное здоровье, Господи. Господи, дай им мудрость понимать, что есть хорошо и что есть плохо. Дай это четко различать и дай им не идти на компромиссы во имя Иисуса, Господь. Аллилуйя. Господи, мы просим Тебя также за их будущие семьи, за их вторые половины, Господь. Мы просим Тебя, дай им людей, которые бы окружали их сейчас уже, и они бы возрастали и формировали такой характер, такие навыки, которые пригодятся им в жизни.
И что их семьи, их половины, они будут счастливые. Они будут полные, они будут целые. Я провозглашаю это в жизнь каждого. Полноценная семья. Господи, я прошу Тебя, благослови детей их, а также детей их детей, Господь. Пусть они будут благословением для них, надеждой и опорой в старости. Во имя Иисуса. Пусть будет так. И весь Божий народ сказал. Аминь. Аминь. Будьте благословенны. Аллилуйя. И еще. У нас есть несколько рождественских, да, я так понимаю, песен. Давайте мы поприветствуем, не знаю, чтобы не стеснялись, похлопаем. Аллилуйя. Можно присоединиться к нам тоже. Пускали мыльные пузыри, плясали мы до зари в пыли, под кроной старого тополя пели, плясали и топали. Кострами пахли ветрами, в святую радость одетые. Улыбались новому миру мы, струны рвали, дышали рассветами. Смотри, смотри, взошла, взошла звезда, наша с тобой звезда. И все сердца осветила она, звезда Вифлеемская, это звезда Христа. Парарара, парапо, это звезда Христа. Парарара, парапо, все бородатые взрослые считали нас несерьезными. Мы превратились опять в детей и танцевали среди полей. И было ангелами, ангелами, ангелами небо полно. В нас благоволение Твое, младенце, спасение мое. Смотри, смотри, взошла, взошла звезда, наша с тобой звезда. И все сердца осветила она, звезда Вифлеемская, это звезда Христа. Парарара, парапо, 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 и наша песня летела ввысь, мы в этих звуках в одно слились. Неслись над старыми кленами и над потоками горными. Смотри, мы выше седых вершин, по небосводу с тобой бежим. Войдем в твой город, мы золотой, мы победим этот мир с тобой. Услышим там голоса царей и миллионы твоих людей, твоих детей поют о любви твоей. И в этот миг забудем все горе мы, и от земли оторвемся с корнем мы, и у престола царя царей мы будем коронованы. Смотри, смотри, взошла, взошла звезда, наша с тобой звезда. И все сердца осветила она, звезда Вифлеемская, это звезда Христа. Парарара, парапо, это звезда Христа. Парарара, парапо, это звезда Христа. Парарара, парапо, это звезда Христа. Парарара, парапо,
Христос родился, Божье царство на землю пришло. Христос родился, среди ночи стало светло. Христос родился, наши души возвесели. Христос родился, с нами Бог наш Эммануил. Божье царство на землю пришло. Христос родился, среди ночи стало светло. Христос родился, души наши возвеселил. Христос родился, с нами Бог наш Эммануил. Ой, великая радость, ой, не время для слез. Ой, великая радость, нам родился Христос. Ой, великая радость, ой, не время для слез. Ой, великая радость, нам родился Христос. Христос родился, посиял новой жизни рассвет. Христос родился, для печали повода нет. Христос родился, ярко светит в небе звезда. Христос родился, не оставит Он нас никогда. Ой, великая радость, ой, не время для слез. Ой, великая радость, нам родился Христос. Ой, великая радость, ой, не время для слез. Ой, великая радость, нам родился Христос. Ой, великая радость, ой, не время для слез. Ой, великая радость, нам родился Христос. Ой, великая радость, ой, не время для слез. Ой, великая радость, нам родился Христос. Христос родился, и для нас через столько веков. Христос родился, с нами вечна Его любовь. Христос родился, Он сейчас между мной и тобой. Христос родился, веселись мое сердце и пой. Ой, великая радость, ой, не время для слез. Ой, великая радость, нам родился Христос. Ой, великая радость, ой, не время для слез. Ой, великая радость, нам родился Христос. Ой, великая радость, ой, не время для слез. Ой, великая радость, нам родился Христос. Ой, великая радость, ой, не время для слез. Ой, великая радость, нам родился Христос. Аллилуйя! Возрадуемся! Христос родился! Аллилуйя тебе, наш Бог! Белый снег кружится над землей. Рождество приходит к нам с тобой. Столько лет ждала его земля. Теперь и ты, и я увидели тот свет. И снова в сердце радость Рождества, и музыкой наполнена земля. И снова говорим и ты, и я, с Рождеством тебя. И снова в сердце радость Рождества, друг другу повторяем ты и я. Такие сердцу близкие слова. С Рождеством тебя, с Рождеством. Белый снег
беда. Рождество нам вычеркнуть нельзя. Новый свет сияющей звезды мы видим, я и ты. 2000 уж лет, и снова в сердце радость Рождества, и музыкой наполнена земля. И снова говорим и ты, и я, с Рождеством тебя. И снова в сердце радость Рождества, друг другу говоря и ты, и я, такие сердцу близкие слова. С Рождеством тебя. И снова в сердце радость Рождества, и музыкой наполнена земля. И снова говорим и ты, и я, с Рождеством тебя. И снова в сердце радость Рождества, друг другу говоря и ты, и я, такие сердцу близкие слова. С Рождеством тебя, с Рождеством тебя, с Рождеством тебя, с Рождеством. С Рождеством еще раз всех, со светлым праздником. Да, присаживайтесь. Детей зовут, еще не все вышли. Еще раз рад вас всех видеть. Как вам вообще праздники? Новый год? Классно? Отдыхать хорошо? Слава Богу! Сейчас 5 секунд. Слава Богу еще раз. И я посмотрел на следующий год уже. В следующем году у нас 7 января это будет воскресенье. В этом году у нас 25 было, а в следующем 7. Поэтому я вот больше чем уверен, что мы именно 7 у нас будет главное празднование. Потому что воскресенье. И мне всегда нравится, знаете, чем? Вот 7 число. Чем оно хорошо? Тем, что все гуляния вот эти вот новогодние, они уже проходят. Вся вот эта суета, все подарки, все елки. И 7 это, знаете, уже как вишенка на торте. Вот уже все выдохлись, уже все наотдыхались. Уже это и последний праздник. И люди уже подходят спокойно, осознанно. Но на Западе, западные страны, Западная Европа, в Америке, вы знаете, там все по-другому. Там 25-е, когда начинается Рождество, это, собственно, первый выходной день. И вот эта вот вся суета, и вот люди там, вы вспомните перед Новым годом, да, кто-то бежит в магазин, надо срочно купить там, то горошка в оливье не хватает, то там еще что-то, майонез забыл купить, хлеба, и вот это вот все суета, и потом и 25-е. И вся суета, которая у нас на Новый год, она у них приходит вот на первый день, именно на Рождество. И так зачастую, знаете, и празднуют все, как у нас, Новый год. Все празднуют Рождество. И до такой степени, что люди зачастую, они, для них это, они не связывают вообще с Богом этот праздник, что не понимают смысла, что Спаситель был рожден.
Я хочу вам такой, знаете, вот пример рассказать. Реальная история, как в одной западной стране, просто верующие. Таких историй, я думаю, сколько угодно, но вот реальный случай. Один верующий человек, женщина вернее, да, она видела соседку у себя. И как-то все у нее вот в жизни вообще наперекосяк. Все не так складывается, все не так идет. И то одно вот не так, то другое не так, и все плохо. И вроде бы работает там на 3, на 4 работах, концы с концами свести не может. И вот все такое. И вот она решила подарить ей Библию. И она принесла ей Библию, подарила. И так как она подарила Библию, надо же как-то вдохновить. Она говорит, ты только не откладывай, начни читать. А с чего начать читать? И время как раз было зима, предрождественская суета уже начиналась. Она говорит, ну вот Рождество на носу, вот и начни читать с истории рождественской. Да? Евангелие там от Матфея открой, и как бы будет вот там самое начало, и там будет рождественская история. И та женщина, которой подарили Библию, она так смотрит на нее с широко раскрытыми глазами. И потом говорит следующую фразу. В смысле, ты имеешь в виду, что рождественская история это из Библии? Для нас это, как-то непонятно, да? Потому что у нас Новый год, он отделен от Рождества. И люди празднуют, вот там светские какие-то елки и так далее. Но Рождество, оно как-то отдельно. Вы помните, что не всегда так было. То есть до революционной России все начиналось именно так же, да, это была именно рождественская елка, и все гуляли, и все праздновали, но потом вот у нас так произошло, да, боролись там с церковью, пытались разделить праздники, у нас стал отдельный светский праздник Новый год, отдельно Рождество, но Бог может все повернуть во благо. Знаете, мне даже так больше нравится. И пусть эти подарки у нас не рождественские, пусть они стали новогодние, но зато мы не потеряли тот смысл, который есть в Рождестве. И нет таких историй, знаете, когда люди, они празднуют и даже не понимают, в чем вообще суть. Суть праздника в чем? Что нам, тебе, мне, всему человечеству был рожден Спаситель. Спаситель, он родился для всего человечества. В этом суть Рождества. И, знаете, вот эти вот все споры, которые постоянно есть по поводу Рождества, кто-то говорит вообще, знаете, там вот Рождество это, как бы такое вот, начинают мериться непонятными какими-то вещами. Знаете, я всегда удивляюсь, когда слышу по телевизору, вот, для православных Рождество это не главный праздник это Пасха, да, когда Спаситель, он, собственно, воскрес, да, он умер, он и воскрес, и пришел то, что исполнить, а вот для там каких-то вот там католиков, там еще кого-то перечисляет, вот для них Рождество там главное. И начинают чем-то мериться, кто там лучший, кто... Хочется задать вопрос, люди, вы о чем вообще? Вы хотите попиариться на, я не знаю, на чем вообще? Если люди празднуют, да и слава Богу. Кто-то говорит, вот церковь, она там первые несколько лет, или десятков лет, или там первые там пару столетий Рождества не праздновали в церкви. И начинает спорить, как вообще пришли к этой дате, 25 декабря. И кто-то вот приводит там косвенные причины, знаете, на самом деле в Библии есть указание на то, что, вот помните, мы как-то рассматривали пророку Захарии, которому, вернее, да, и жене его, Елисавета, да, она родила Иоанна Крестителя. И через 6 месяцев после того, как она зачала, там указывается, что зачала Мария, и говорится о том, что, помните, Захария, он был из, забыл я, там вот и в Библии такое указание есть, из череды там какой-то. Понятно, что он был левит, так как он, из колена Левия он служил священником, да, но там написано, что из череды такой-то. Череда это что означает? Это означает, что было всего
царь Давид установил, там было 24 череды, то есть по очереди священники, они там то ли по месяцам, сколько-то там недель, каждая из них, каждая вот там семья, она служила, вот 24 всего было, весь год разбит, и каждый в свою очередь наступал. И вот, посмотря, когда вот он заступал, когда там еще косвенные есть эти, было новолуние там и так далее, можно приблизительно вычислить, что вот Благовещение у нас, это праздник, когда пришли и открыли, да, вот жене Захарии, что она зачнет, да, она получила вот эту радостную весть, и что вот от этого вычислить, то есть там было 23 марта, после этого, если она там через 6 месяцев зачала, и в общем выпадает приблизительно 25 декабря. Я вообще не против. Кто-то говорит так, кто-то говорит по-другому, кто-то приблизительно там что-то подгоняет, но я думаю, что не имеет такого важного значения вот прямо точная дата. Вы понимаете, что вот никто не зафиксировал, и что вот там 25 декабря, и там по старому стилю или по новому, да, никто этого не отметил. И не суть в этом вообще. Но суть в чем? Вообще в рождении Спасителя. И у евреев, да, у них была такая традиция, что они вот как бы, ну, не праздновали день рождения. Может быть, от этого также в том числе наложилось. Но говорить совсем, что вот Рождество, оно не важно. Ну, как-то... Знаете, 4 Евангелия у нас, да, в Писании. Рождество описано в 2 из них. 2 Писания, 2 Евангелия, которые описывают вообще все события, связанные с Рождеством. Вы помните? Звезда, которая вела, мудрецы, которые получили, ангел, который им это открыл, Мария, Иосиф. И 2 Евангелия, и кто-то посчитал, это 196 стихов в них. Они касаются вот непосредственно рождественской истории. И помимо этого, вы знаете, что есть куча пророчеств в Ветхом Завете, которые непосредственно указывают на Рождество. И если мы посмотрим, например, уже в Новом Завете, послание к Галатам, 4 глава, 4-5 стих, говорится следующее. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Это место, оно говорит о Рождестве. Вы понимаете, да? Если мы посмотрим вообще Бытие, казалось бы, Бытие – это самое начало, кто помнит, что описывается в Бытие, особенно в первых главах, да? Сотворение мира вообще с самого начала все. 3 глава, 15 стих. После вот грехопадения Бог говорит сатане следующее. Бытие 3:15. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим», то есть между семенем сатаны, и между семенем ее, то есть женщины. «Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». И вот это вот семя женщины, про которое здесь говорится, это прямая отсылка на Иисуса, который придет, да, что он будет поражать дьявола, он поразит его. И что здесь интересно? Обычно, когда про ребенка говорят, что вот, ну это семя мужчины, ну или на крайний случай семя мужчины и женщины, но никогда никто нигде не указывал, что вот семя женщины, оно будет. И это прямая отсылка к тому, что без мужского участия все это будет. Что женщина, да, дева, она будет девственница. Это вообще чудо, что она зачнет и она родит. И это то, о чем говорил пророк Исаия, 7 глава, 14 стих. За много-много столетий до рождения Христа. Итак, сам Господь даст вам знамение. Вот, дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Вы знаете, Эммануил, то есть Бог с нами. Что я хочу здесь вообще сказать, подчеркнуть? Если взять вот эти 196 стихов в Новом Завете, которые говорят непосредственно про Рождество, если взять все пророчества, которые были, и потом также все отсылки в Новом Завете, которые указывают на события вот эти вот, то окажется довольно существенная часть Библии.
Писание, которое касается рождественской истории. И если Бог это поместил в Библию, я думаю, что Он считал, что это важно. Что рождение Христа, оно важно. И совсем не важно, кто решил, когда праздновать, какая конкретно дата будет. И не важно, что для многих, знаете, вот Рождество на Западе, в отличие от нашей страны, это вот такой вот праздник, где вот куча суматохи, хаоса, и подлинный смысл Рождества, он потерялся за всей вот этой праздничной суетой. Но важно что? Важно, что для нас, у нас какое вообще великое поручение от Иисуса Христа? Не слышу. Идите, проповедуйте, крестите все народы, да, проповедуйте до краев земли. Вот это наше великое поручение. И Рождество, которое празднует практически весь мир, вот лично для меня это очень хороший повод для того, чтобы использовать это как инструмент для евангелизации. Вспомните, сколько у нас на 25 число, когда мы говорили, сколько у нас было неверующих людей, которые пришли первый раз. И вот это классный шанс им засвидетельствовать, им рассказать. Я думаю, у меня вообще такая вот надежда, мечта, сделать большой рождественский концерт как-нибудь. Знаете, вот как мы сейчас сидели, может быть, я все-таки думаю, вот, помните, как мы позапрошлом году, наверное, праздновали? Мы ставили столики импровизированные из коробочек из наших этих чудесных. Мы накрывали столы, и здесь что-то происходило. Но хочется сделать это прям на таком, на хорошем уровне, чтобы хорошая музыка звучала, выступления были хорошие. И мы вот так вот праздновали. Я думаю, что на следующее 7 января в следующем году, Господь, если даст, мы доживем, и все будет хорошо, мы сделаем именно подобным образом, наверное. Хотелось бы. Но даже без этого, вы знаете, что вот на Западе делали исследования. Вот представьте, насколько разные народности, разные религии вообще, вот, да, в каждой стране практически. Наша страна многонациональная. Есть многие религии. Вот, например, в Америке 81%, внимание, неверующих, люди, которые не ассоциируют себя с христианской религией, да, с христианской верой, не ходят в церковь. 81% неверующих все равно празднуют Рождество. И да, может быть, они вкладывают совершенно другой смысл, но по факту они празднуют рождение Иисуса Христа. И приблизительно от 75 до 80% всего населения Соединенных Штатов, они верят в то, что Иисус, Он был рожден от девственницы, что ангел, он появился вот этим пастухам и объявил о его рождении, и что были те мудрецы, волхвы, там по-разному как называют, которые пришли с востока и принесли дары младенцу для того, чтобы поклониться. По большому счету, когда вот люди, знаете, мне вот мое отношение такое, говорите, что хотите. Если только вы это используете как дверь для того, чтобы открыть ее для неверующих людей, чтобы показать Иисуса. А когда вы показываете Иисуса, появляется причина уже после этого сказать, а зачем Он, собственно, рожден-то был? Вот чего мы такого празднуем? Вот там Господь родился. Тебе какая от этого польза? И когда ты говоришь об этом, дальше появляется возможность сказать, что тебе лично, тебе, не твоему соседу, не твоему мужу, не твоей жене, лично тебе нужен Спаситель. Потому что в этом истинная причина, почему Он пришел, почему мы празднуем Рождество. Он пришел не потому, что, чтобы быть просто вот таким красивым младенцем
с которого все умиляются, и вот и мы празднуем, знаете, как детские праздники. Он пришел для того, чтобы стать нашим Спасителем, чтобы спасти нас. Поэтому мы именно празднуем. И это то, что ангелы, они сказали вот этим вот пастухам, которые были в поле. Давайте мы посмотрим Евангелие от Луки, 2 глава, 11 стих. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Вам родился Спаситель. Иисус был рожден, чтобы быть Спасителем. Вопрос, что это означает? От чего Он нас пришел спасти? Так вот живешь и как бы, о чем мне спасение нужно? Как ты не замечал? Давайте мы прочитаем послание евреям, 7 глава, 25-27 стих. «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник. Святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого». Иисус, Он пришел для того, чтобы принести самого себя в жертву за наши грехи. Еще раз. Себя в жертву за чужие грехи, за твои, за мои грехи. Для того, чтобы мы получили спасение от грехов, да? Спасти нас от грехов. Я посмотрел значение слова спасение в словаре. Они приблизительно одинаковые. Вот словарь Ожегова есть такой, если кто знает, толковый, да? Два значения в слове. Первое значение. Спаситель – тот, кто спас, спасает кого-либо или что-либо от чего-то, да? От невзгод, от опасности, от еще чего-то. Это первое значение слова спаситель. Второе. В христианстве и иудаизме божественный избавитель человечества от его грехов. То есть спаситель с большой буквы – это конкретно Иисус, да? И поразмыслив вообще над этими двумя определениями, первое – это спаситель тот, кто спасает кого-либо от опасности, от еще чего-то. И второе, что это конкретно спаситель в христианстве – это Иисус. Я вообще не увидел каких-то разногласий вот между этими двумя терминами. Вы знаете, ну вот если подумать, первое значение слова, что спасает от опасности, от поражения, от чего-либо, да, от каких-то вещей. Вы знаете, опасность, поражение, болезнь, там, не знаю, вред какой-то. Это все описание последствий греха. Это то, что грех, он делает с человеком. И это то, от чего Иисус, Он пришел нас спасти. Не просто какая-то абстрактная, вот, понимаете, что я пытаюсь донести? Когда ты просто говоришь, вот ты спасен, Он тебя спасает. Ну, как бы хорошо. И человек не понимает, в чем, от чего меня спасать. Ну, как жил, так живу. Что происходит-то? Но грех, он наносит нам вред. Грех, он вредит на физическом уровне, на духовном уровне. Но последствия его вред, тот ущерб, который он наносит в наших жизнях, он вполне реален, и мы можем его ощущать.
Мы можем его переживать. Каким образом? Да? И вы знаете все последствия, да? Многие вещи, которые. Но я бы хотел вот заострить, знаете, вот одна из, ну не главных вещей, но одно из последствий вообще греха. Он порождает стыд. Чувство стыда. Вина — это когда люди, они говорят, да, я совершил что-то плохое. И потом уже как результат от вины, которая возникла, приходит стыд. И, знаете, стыд, он показывает, да, или вот он долбит тебя постоянно. Одно и то же, да, что про твои плохие какие-то мысли, которые тебе пришли, про твои плохие поступки. И вся суть в том, что он говорит, что ты недостоин. Ты недостоин. Как кто-то сказал, знаете, что я не хороший. Я не хороший человек. Из-за тех плохих вещей, которые я совершил в жизни, я недостоин, чтобы меня любили. Как бы цепочка такая, она выстраивается. Есть такая конференция, я не знаю, может быть, кто-то из молодежи видел, называется TED Talks. Нас называют конференция в стиле TED. В России не так давно стали проводиться. Не суть, но это как бы частный фонд, который приглашает известных специалистов в разных там областях, да. Не буду касаться вообще, но как, знаете, просто на YouTube есть у них лекции, вернее выступления людей и разные сферы, и просто новаторы в чем-то, и просто миллионные просмотры. И я как-то смотрел, одна женщина, психолог, она говорила про стыд, про чувство стыда. И она говорила следующие вещи. Она говорит, что я думаю, что стыд, он смертелен, что он разрушающий просто. Он разрушает жизни людей. И мы в нем просто погружены по горло. И, знаете, у нее такая фраза была, что это как такой вот какой-то такой, сравнивала его как сказочный такой персонаж страшный, маленькие всякие гномы бывают какой-то, который приходит в твою жизнь, и он прокручивает две кассеты, там, две мысли, которые постоянно у тебя звучат в голове. И первая кассета, она говорит, что ты никогда не будешь достаточно хорошим. А вторая говорит, фраза, которая постоянно вертится, да кем ты себя возомнил. И причина, почему вообще стыд, он приходит в нашей жизни, вот если разобраться, как правило, человек, он думает, каждый человек, он думает, что, в принципе, я как бы, я неплохой человек. У меня бывают там какие-то, взлеты, падения, как у всех, но само по себе-то, я неплохой человек. Вы согласны? Изначально ты где-то думаешь, нет, я неплох на самом деле, хочу быть хорошим. Но потом, когда тебе приходят не очень хорошие мысли, когда ты совершаешь плохие поступки, когда ты говоришь какие-то гадости кому-то, то, что ты делаешь, то, что тебе приходит на ум, то, что ты говоришь, оно приходит в противоречие с тем, кем ты себя считаешь. И отсюда происходит разочарование. Я-то думал, я хороший, а оказывается, я вон что делаю. Вот что я говорю и вот что там происходит. И отсюда приходит разочарование, чувство, что вот опять я потерпел неудачу, чувство беспомощности, бесполезности, пустота.
И это может быть вообще опустошающим на самом деле в жизни человека. И стыд – это чувство, которое заставляет людей помнить то, что они сделали в прошлом. И когда ты помнишь постоянно все, что ты наделал в прошлом, ты начинаешь говорить такие вещи, типа, ну я и тупица, я ненавижу себя. Терпеть не могу, кем я стал. Может, я, конечно, преувеличиваю, не знаю, может, у вас не так. Никто такого, не знакомых такого, никто ничего подобного в свою жизнь не говорил. Переживали что-то подобное когда-нибудь? Ты думаешь о себе, создаешь картину, что ты, ну или может быть не создаешь, но ну я же неплохой человек. А потом, когда ты натворил чего-то, и это пришло просто, ну как вообще, как я мог такое сделать? Писатель, вот Карл Льюис, который написал вот Алиса в Зазеркалье, у него есть такая фраза, он говорил, что стратегия сатаны для нас, она заключается в том, чтобы мы были сосредоточены на всех своих неудачах. И когда это происходит, с этого момента считай, что он уже выиграл сражение. Грех, он становится как клетка для людей. Ты только в этом вот и вертишься, и никак не можешь вырваться за это. Выйти за рамки, за пределы этой клетки. Вы понимаете, о чем я? Кто-нибудь что-нибудь скажите, я теряюсь. Или вообще никто ничего не понимает? Почему так тихо? Я прочитал такую историю однажды. Вернее, это была проповедь у человека. Он ее использовал. И он рассказывал такую историю. Он вообще сам городской. Большая церковь в городе. И как-то он был в поездке в какой-то сельской местности. Ну, где-то они вышли, какой-то магазин, купить продукты, куда-то ехали на машине. И решили прогуляться, просто размять ноги. Иду по дороге, навстречу, говорит, мальчик, лет 10. И тащит с собой клетку. Такую, ну, самодельная клетка, вся ржавая, из какой-то проволоки, там непонятно. И там несколько птиц сидит в клетке. Видимо, ставил какие-то ловушки и наловил там какие-то воробьи, какие-то птички невелички, вот которые, ну, я не знаю, по полям летают. Вот что-то такое. И он подошел к мальчику и говорит, слушай, зачем птиц наловил? Он говорит, ну, тащу домой, поиграю с ними. Как бы, да, там. Он говорит, а потом, когда наиграешься, что будешь делать? А у нас дома несколько кошек, им птицы очень нравятся. Ну, как бы они любят их есть. И, ну, вот этот проповедник, вы знаете же, как бы такой человек из города, для него это показалось, ну, прям ужасной какая-то вещь такая. Как мальчик может быть такой черствый, такой маленький, вот он там птичек бедных поймал, тащит их там, наиграется с ними, и потом кошкам отдаст на съедение. И он говорит, слушай, тебе не жалко их? Ты что их жалеть? Они говорят, ну, самые обыкновенные птицы, вон их полно кругом. Он говорит, давай я у тебя их куплю. Здесь уже в свою очередь мальчик такой посмотрел на него, удивился и говорит, дяденька, вам не надо покупать этих птичек. Они говорят, самые обыкновенные. Они некрасивые, как попугаи. И они не поют ничего. И не разговаривают. Просто самые обыкновенные птицы. Ничего в них такого нету. То есть, если покороче, в общем, он его уговорил, этого парня все-таки, дал ему какую-то денежку, выкупил у него птиц вместе с клеткой. Когда мальчик ушел, он просто клетку открыл и птиц выпустил. Он вернулся домой, притащил эту клетку в церковь. Во время проповеди он рассказал эту историю про мальчика. И после этого он рассказал другую историю.
Он начал рассказывать про то, как сатана, он поймал весь мир в клетку. Всех людей. И Иисус, он спросил сатану, что ты будешь делать со всеми этими людьми? Сатана сказал, ну, поиграюсь с ними. Забавно, как они там гнетут друг друга, дерутся друг с другом, воюют друг с другом, убивают друг друга. Посмотрю, меня это забавляет. Потом Иисус спросил, а когда ты наиграешься с ними, что ты будешь с ними делать? Говорит, я их приговорю. Все равно ничего хорошего у них нету. Самые обыкновенные людишки. И потом Иисус спросил, что ты за них хочешь? Сатана говорит, да ты же не можешь быть серьезным по этому поводу. Знаешь, протянешь им руку, они тебя наплюют туда. И ты же еще и получишь. Тебя же и распнут. Ничего хорошего у них нет. Иисус повторил. Сколько? Что ты хочешь? Сатана ответил. За это придется заплатить кровью. Это моя цена. Иисус заплатил, взял клетку и открыл дверь. Не знаю, кому-то покажется пример банальный, но иногда такие вещи, они как-то... Это как все равно, что говорить про Спасителя абстрактно, ни о чем. Но когда ты понимаешь, от чего конкретно, и вот здесь как бы, наглядно. Иисус, Он пришел для того, чтобы открыть эту клетку, для того, чтобы освободить нас, дать нам свободу. Как мы говорили вот в определении про спасение, что Спаситель это тот, кто спасает от чего-либо, да, от напастей, опасностей, каких-то других вещей. Вот мы говорили, что на самом деле это все последствия греха. И Иисус, Он умер на кресте для того, чтобы исцелить нас и освободить нас от последствий греха. Все, что грех Он приносит. Разрушение, мучение. 1 Петра, 2 глава, 24 стих, говорится следующее. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Его жертва дала нам возможность начать все сначала. Начать все сначала. Он нас простил, и поэтому нам не нужно больше быть в стыде за наше прошлое. Хватит уже. Вы понимаете? При всем при этом я должен сказать, что когда совсем чувства стыда нет, имеется в виду, что не нужно оставаться в нем. Не нужно постоянно вот это, знаете, холить или леять. А вот я вот тут не такой вот и... Я думаю, женщинам, наверное, более знакомо это. Бывает такое вот, как... Психологи говорят, синдром жертвы, да? Но вообще, когда у человека, вот если возникает чувство стыда, это, знаете, это как сигнализация, которая срабатывает. Вот как боль, например, в теле. Боль это признак чего? Ну, что есть какой-то недуг, да? Например, если у тебя заболело в боку, в правом, снизу, тяжелая боль, очень может быть, что это аппендицит, да? И боль, она указывает на то, что надо что-то делать, потому что иначе штука эта лопнет, гной весь попадет в организм, начнется перитонит, и тебя уже не вытащат. Боль это симптом, это признак, да?
или еще что-то, ты ударился, или где-то у тебя что-то болит, это просто признак, это сигнал того, что где-то есть какая-то глобальная проблема, с которой надо разбираться. Вы понимаете, да? То же самое про стыд. Это как признак того, что есть где-то более глубокая проблема. То есть тот стыд, который возник у нас из-за греха, это как сигнал того, что у тебя произошел разрыв с Богом. Потому что грех, он отделяет нас от Бога. Если у тебя возникло чувство стыда, ну что-то значит не то. Библия говорит, что когда Иисус, Он пришел на землю, написано, что вы там враги Божьи, там чада гнева, дети гнева, да? Заслуживали того, чтобы умереть. И ничего не могли такого сделать, чтобы умилостивить, да? Чтобы погасить вот этот гнев Божий. Римлянам 6 глава 23 стих написано: «Ибо возмездие за грех смерть». Вот первая часть. Возмездие за грех смерть. Мы заслуживали того, чтобы умереть. Вы понимаете? Наш стыд и наша вина – это только вот симптомы настоящей проблемы. И когда Иисус, Он пришел для того, чтобы принести прощение людям, и Он принес это прощение, я хочу подчеркнуть, для тех людей, которые не заслуживали этого. Не заслуживали этого прощения. И вот здесь самое время прочитать вторую часть этого стиха. Еще раз. Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех смерть, и мы не заслуживали, мы должны были умереть». И дальше. «А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Вот это Он и пришел сделать. Вот это спасение, которое что? Спасение от чего? От всего, от смерти. Его дар – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь. Я надеюсь, я не утомил вас. И я надеюсь, я никого в чувство стыда не загнал. Да? Когда я на это указывал. Вы помните, что да, мы такие. Ничего хорошего. Но из-за Иисуса вот теперь уже как-то вроде бы и нормально. Не потому, что ты такой хороший, а потому, что Он сделал. И просто прекрати думать про себя всякие гадости. Если Бог тебя не видит таким, и если Он тебе это не ставит в вину, так может уже и тебе перестать винить себя. Да потому что Иисус, Он уже все исправил. В этом заключается факт, вы понимаете? И факт — это вещь, то есть объективная, это уже совершилось, это сделано. Но есть люди, которые это принимают, и жизнь вокруг них меняется, а есть люди, которые этого не принимают. И до сих пор себя жалеют, и пытаются заслужить, и пытаются сами оправдаться, и пытаются сами что-то сделать. Ну, как бы выбор за тобой. Но Бог уже все сделал. Иисус, Он уже все сделал. И мы празднуем именно это. В этом суть Рождества. Не просто красивый младенец, да, но Он пришел для того, чтобы потом умереть и спасти нас. В этом вся суть. В этом вся суть Рождества. Именно поэтому мы такие радостные. Потому что Бог, Он не оставил нас, но у Него был крутой план. Как все исправить без нашего участия вообще. Тебе не надо ничего делать. Аминь. Мы, кстати, почему вот еще делали так все, и сразу у нас все песни были, потому что все наши музыканты, ну, не все, но большинство, у них концерт сегодня, спектакль вернее, да, и они уже уехали, должны были уехать, поэтому у нас в конце песни не будет.
Давайте мы просто встанем и помолимся, потому что с проповедью у нас все. Аллилуйя. Господь, благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса. Благодарим Тебя за Твой чудесный план, за то, что Ты не оставил и не покинул нас, Господь. Ты все предусмотрел, и Ты избавил нас, и спас нас от всех последствий и проклятий греха. Дай нам помнить это всегда, Господь, что мы спасены по благодати. Не дай нам забывать это и пренебрегать этим. Дай нам помнить об этом и дай нам быть достойными. Аминь. Аминь. Слава Богу. Я чуть не забыл. Да, мне показали жестом. У нас стоят ведра. Можно попросить, Давид, можно попросить тебя? Если кто-то сумеет, там у нас циферки есть такие, напоминания. Если что, можно в группу отправить, если на экран не сможем вывести. Десятины пожертвования. Господь пусть благословит вас всех, каждого, кто дает. И да, можно так пожертвовать, можно сделать перечисление.